Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам цыганский расклад на декабрь. Отношения, любовь для раков. Рассмотрим, что будет происходить в отношениях, какие события ждут. И вот в центре внимания, в центре событий у нас выпадает туз бубновый. Эта карта очень хорошая. Эта карта такая светлая, добрая, это карта удачи, это карта успеха во всем. И вот если, допустим, вы ищете партнера, то по этой карте точно вы сможете найти того человека, какой вам нужен, потому что эта карта именно удачная, карта, когда все начинания наши, во-первых, успешные, во-вторых, все наши желания исполняются. Ну, тут просто не может быть ничего другого. Кроме того, для тех, кто уже в паре, но еще не был в браке, эта карта также говорит о том, что, может быть, получится у кого-то либо решиться на брак, да, либо кто-то уже даже в этом месяце решит заключить брак. Кроме того, эта карта такая очень зрелых чувств, серьезных намерений, да, то есть это не просто какое-то мимолетное увлечение. У вас действительно очень серьезные отношения, которые надолго. Также по этой карте могут быть какие-то очень значимые приобретения. Допустим, для тех, кто в паре, для тех, кто в браке, есть возможность приобрести даже недвижимость или продать недвижимость, или что-то очень такое ценное, дорогое приобрести в этом месяце. И это повлияет на ваши отношения, как-то более стабильными их сделает. Кроме того, если, допустим, была ссора, да, не было понимания, то в этом месяце как раз можно будет помириться, можно будет договориться. В общем, здесь такое смягчение происходит, даже если вдруг вы не понимали друг друга. Давайте теперь посмотрим, что может помешать этим событиям. В эту позицию выпадает шестерка бубновая. И эта карта говорит о том, что помешать ничего не может. Карта шестерка бубновая очень сильная. Она говорит о том, что сама жизнь будет вам помогать. То есть это вот источник такой огромной жизненной силы. Видимо, уже сформировалось вот это событие раньше, да, и уже ничто не может ему помешать. Эта карта также исполнение мечты. То есть, по сути, две карты исполнения мечты. Очень хороший. То есть взаимопонимание в отношениях обязательно будет. Будет прибыль, возможно, какая-то, будут исполняться желания и приобретения серьезные будут. То есть и все это поддержано самой жизнью. То есть очень прочно, очень крепко все у раков в этом месяце, в декабре. Давайте посмотрим, как вы будете чувствовать себя во время этих событий. В эту позицию выпадает семерка бубновая, опять бубновая карта. И она говорит о том, что вы немножко как-то растеряны. Может быть, это потому, что меняется жизнь, из-за того, что события происходят очень значимые, вы как будто бы пытаетесь подумать о будущем, как-то все просчитать, рассчитать, почувствовать себя привычно в этой обстановке. И такое ощущение, что вы воздерживаетесь пока что от каких-то решений. Ну вот, видимо, для того, чтобы понять точно, что вам необходимо делать. Да? Вы, может быть, даже мудрость какую-то проявляете по этой карте, стараетесь все осознать и вести себя в отношениях вот именно так, чтобы всем было комфортно, да, и вам самим в том числе. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. В эту позицию выпадает туз трефовый, опять у нас туз, то есть очень серьезный месяц для раков, особенно в отношениях, потому что действительно такие кардинальные перемены. Туз трефовый – это, опять же, карта соглашения. То есть если вы раньше о чем-то не могли договориться, то в этом месяце 100% у вас это получится. Вы будете чувствовать себя прям единым организмом, да, то есть
у вас будет все общее, вы будете прекрасно понимать друг друга, будет такая вот гармония и счастье. А для тех, кто еще не в браке, может быть как раз вот брак, да, соглашение как раз о браке, то есть это может быть предложение, может быть само уже бракосочетание и так далее. То есть здесь, конечно, очень все серьезно, ответственно, вот, и прочно. Далее посмотрим, что вы думаете вот по этому поводу, да, что у вас в голове. Выпадает в эту позицию валет бубновый, снова бубновая карта, их очень много у вас вот в первом ряду. И он говорит о том, что вы боитесь перемен, вы видите, как одно уходит, другое приходит, и вам как-то не по себе. И вы об этом думаете. Вы думаете о том, что вдруг эти отношения, которые сейчас такие прочные, разрушатся. И вы как бы боитесь этого. Не стоит, конечно же, этого делать, не стоит об этом думать. Кроме того, вот эти вот мысли, они могут создавать проблемы какого рода? Допустим, вы что-то не договариваете, а партнер это чувствует. И он не понимает, в чем дело, и вроде бы причины никакой нету, да, и вот возникают таким образом натянутые какие-то отношения, которые могут потом в конфликты перейти на пустом месте. То есть очень важно то, о чем мы думаем, потому что оно как раз вот этот фон создает. Вот посмотрите, как у вас все тут замечательно, то есть перемены все к лучшему, исполняются ваши желания, а вы все думаете о том, что может быть плохого. Может быть, у вас, конечно, в прошлом было много негативного, из-за этого вам так не по себе, но все-таки лучше переключить внимание, карты говорят, для того, чтобы не притягивать в свою жизнь вот эти отрицательные события. Далее посмотрим, простите, чего вы ждете в отношениях в декабре. В эту позицию выпадает уже третий туз у нас, туз червовый. И эта карта говорит о том, что вы ждете, что ваш партнер возьмет на себя ответственность, что он будет себя вести очень разумно, активно, что он будет как бы создавать ваши отношения, вкладываться в них, что он не будет как-то поддаваться разным соблазнам, да, то есть очень твердо так себя ответственно будет вести, очень разумно. Вот также эта карта говорит о том, что вы надеетесь на то, что ваш партнер поддержит, допустим, желание о том, чтобы ваша семья росла, допустим, чтобы появлялись детки, да, то есть здесь тоже все у вас серьезно, то есть этого вы ждете от своего партнера. Какие вы сейчас в отношениях, как вы себя ведете? Шестерка пиковая говорит о том, что вы сейчас стараетесь все просчитать, стараетесь создать стабильность, надежность. И вот это вот все проявляется в вашем поведении. В принципе, все очень даже и неплохо, да? Вы ведете себя стабильно, вы относитесь мудро к вашим отношениям, но все-таки, вот, видимо, из-за того, что перемены такие происходят в вашей жизни, вы больше думаете, чем чувствуете. И вот, может быть, здесь как раз и ошибка кроется, да, может быть, стоит все-таки переключиться на чувства, потому что вот по вальту бубновому, да, и по шестерке пиковой вы можете вот эти как бы события создавать своим мышлением, события, которые, может быть, вам даже не нужны, да, то есть нужно вот с этим вопросом разобраться. Далее, как партнер видит вас в отношениях, десятка пиковая говорит о том, что он видит вас как человека очень легкого, который может меняться просто легко при любых обстоятельствах. Если, допустим, он вам скажет, поедем в путешествие, вы тут же согласитесь. Он думает, что вы человек такой очень легкий, что вы
готовы как бы все время меняться и даже, может быть, двигаться против течения. То есть у вас достаточно силы для того, чтобы вот противостоять другим людям. Допустим, если в вашу пару кто-то вмешивается, да, вы можете постоять за себя и за свои отношения. Ну и также партнер видит вас как человека, который новые возможности вот очень легко в свою жизнь привлекает. В принципе, очень такие благоприятные карты и хорошее отношение вашего партнера к вам. Тут, в принципе, все очень даже гармонично. Давайте посмотрим, какие страхи и опасения у вас все-таки остаются на протяжении декабря. Валет пиковый говорит о том, что вы боитесь все-таки вот этого начала какого-то нового. Что-то меняется, и ваши страхи. То есть, мы уже об этом сказали, в принципе, да, и эта карта еще раз подтверждает, что вы боитесь все-таки начать, вы боитесь открыться. То есть, видимо, партнеру своему вы не подаете этого страха, а сами внутри боитесь. То есть, для себя тоже вам важно его отпустить. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что вы боитесь быть человеком таким наивным, что вас могут обмануть тогда. Вы, может быть, чувствуете, что у вас такие очень серьезные отношения начинаются, и вам страшно быть открытым, вам страшно доверять человеку. Видимо, были какие-то ситуации раньше, которые вас как бы против этого настроили, да, против того, чтобы доверять людям. А вот теперь вам как бы приходится все начинать опять с нуля, и это вам страшно. Кроме того, эта карта еще может говорить о детях. То есть, может быть, у вас страх есть по поводу ребенка. То ли по поводу его появления, то ли по поводу его воспитания. В общем, есть какие-то страхи такие еще у вас. Следующая карта. Результат какой будет в декабре у раков, да, вот в отношениях. Выпадает король трефовый. И эта карта говорит о том, что в принципе вы не особо сможете повлиять на результат. Результат создается судьбой в этом месяце. То есть уже включились какие-то силы очень значимые, непреодолимые, да, которые действуют независимо от вас. Это, конечно, как бы жизнь идет своим чередом, но может быть даже и для вас какое-то все-таки испытание чувств на прочность. И вот это, кстати, испытание чувств на прочность, вот это может быть не от судьбы, а от вас самих. Может быть, вы сами начнете каким-то образом проверять вашего партнера, создавать какие-то ситуации или, может быть, конфликтовать. То есть здесь вот уже, скорее всего, от вас зависит это. Далее, давайте посмотрим, чего вам не хватает в отношениях. Сейчас мы из колоды достанем еще карту дополнительную. Чего вам не хватает в отношениях в этом месяце? Девятка бубновая выпадает. Так, ну девятка бубновая – это карта как бы жизненного цикла. То есть вам не хватает, может быть, решимости отпустить то, что уже уходит. Отпустить то, что уже не может вам ничем послужить, не может ничем помочь. То есть то, что уже отслужило, его нужно отпустить, от него нужно избавиться. И вам не хватает, может быть, как раз вот этих вот глубоких чувств, вот о чем я говорила, что вы разумом больше живете, что все просчитываете, да, практично относитесь к отношениям. Вот вам не хватает как раз вот этих вот глубоких чувств. Они у вас есть, но мы просто не можем одновременно быть разумными и быть любящими. Эти качества, они у нас включаются по очереди, и в нашей власти их переключать. И вот если мы отдающие, если мы любящие, то тогда в это время мы как бы на интуиции живем, не на разуме.
А когда мы разумные, тогда чувства у нас не работают. То есть это совершенно два разных канала, которые действуют независимо друг от друга, и они вместе одновременно не могут работать. То есть это совершенно две разные энергии. И вот карта говорит о том, что вам как раз вот этих чувств не хватает, и в вашей власти переключиться. Далее, совет. Какой совет дают карты ракам на этот месяц? Выпадает карта девятка трефовая. Так, совет. Ну, не обманывать, а быть все-таки искренним с человеком, с близким. Не нужно, в принципе, даже бояться просто открыться. Не нужно прятать какие-то страхи, да, не нужно прятать какие-то сомнения. Лучше обо всем поговорить, чтобы все вот вышло как бы наружу. И так будет лучше. И важно еще не забывать о том, что действительно ценно в отношениях, то есть что действительно важно, что не только материальное важно. Оно, конечно, важно, потому что стабильность создает. Но все-таки самое-то главное – любовь, самое-то главное – чувство, вот это вот единение с человеком. И вот вам совет как раз вот такой, чтобы вы эти ценности ставили на первое место. Теперь антисовет давайте посмотрим. Антисовет для раков на декабрь. Выпадает шестерка трефовая. Так, шестерка трефовая как антисовет говорит о том, чтобы вы как раз вот не испытывали любовь на прочность. Вот не нужно поддаваться каким-то, ну, может быть, желанию там пострадать или желанию испытать человека. Здесь, конечно, карта говорит о том, что если вы это начнете, то потом, возможно, это будет сложно остановить. То есть этот процесс может начаться, да, то есть вы, допустим, можете какое-то событие, ситуацию создать для того, чтобы проверить вашего партнера, да, и вот это вот намерение, да, оно может начать дальше реализовываться, то есть из конфликта в конфликт это может начать переходить, поэтому вот карта не советует вообще на прочность испытывать отношения, проверять вашего партнера и так далее. То есть жизнь сама уже вам как бы дает все необходимое для того, чтобы вы были счастливы. И не нужно это усложнять ни мыслями своими, ни воспоминаниями какими-то негативными. Не нужно бояться открыться. И не нужно проверять человека, потому что, ну, конечно же, это ему будет неприятно, да и не нужно это делать, потому что вот карты говорят, что он к вам открыт, и что все, в принципе, хорошо у вас в отношениях. Если даже было когда-то что-то не так, то вот сейчас все меняется. То есть все осознанно, все уже по-другому. Друзья, я желаю, чтобы месяц прошел замечательно. Я желаю, чтобы эти перемены, которые приходят в вашу жизнь, сделали ее только счастливее. И чтобы вы доверяли себе и своему близкому человеку. Всего вам доброго, до новых встреч.